Дейзер Хорзеристон. Добрый вечер, Осетия. Сегодня в прямом эфире мой гость, начальник инспекции по делам несовершеннолетних, полковник милиции Лали Гатаева. Добрый вечер, Лали. Добрый вечер. Лали, 30 числа прошло совещание в Министерстве образования с руководителями и преподавателями. Ваши комментарии. Значит, совещание 30 числа мы с Асланом Давидовичем обговаривали еще в начале учебного года. И просто нам хотелось встретиться с педагогическим коллективом, с директорами, с организаторами. И хотели более тесно пообщаться, довести до них, что я не назову это требованиями, но все-таки у нас совместная работа, мы те же педагоги на самом деле, только в форме. И, значит, все-таки, когда люди обговаривают общие дела, то там, мне кажется, что эффектов в конечном итоге бывает намного больше. В чем заключается эффект на самом деле? Значит, каждый из нас, наверное, прекрасно помнит, что в советские времена, да и сейчас никто, собственно, не отменял, был такой замечательный человек и есть классный руководитель. Это в образовательной системе. Этот самый человек, он никогда, знаете ли, не ленился обходить по домам своих учеников, в том числе трудных подростков. И, знаете, я прекрасно помню, что всегда это давало положительный эффект, потому что мы помним свою молодость, свою юность, и я знаю, что мне всегда было на самом деле неловко, когда мой классный руководитель грозился, что он придет к нам домой, и мои родители могут много чего обо мне узнать. Так вот, значит, во время этого совещания опять-таки был поднят вопрос важность классных руководителей, важность классного руководства, что все-таки имеет место быть, что человек, он иногда ленится, понимаете, как и это не есть на самом деле хорошо. И если требуется вмешательство сотрудника Министерства внутренних дел, в частности инспектора по делам несовершеннолетних, то он всегда готов вместе с классным руководителем, неважно, или это социальный педагог, пожалуйста, мы всегда готовы обходить с ними и трудных подростков, и вообще, если человек считает нужным, тот же классный руководитель, что он должен посетить на дому того или иного ученика, то ради Бога, мы только за. И такие моменты на самом деле обговаривались. И это очень важно, потому что и администрация школы должна знать, и мы, в свою очередь, должны знать, какие у них есть требования, пожелания. И, собственно, Но прекрасно понимаю, что классный руководитель есть, можно говорить, главное звено в отношениях родитель-ребенок и школа. В этом плане, да? Вы можете мне назвать хотя бы одного классного руководителя, которого вы сказали, это классный руководитель года? Хотя бы так. Я смело могу сказать, что на самом деле у нас в Южной Осетии сохранился не только процесс обучения, но плюс еще и воспитание. Это очень важно на самом деле. И кто, как не классный руководитель. Я сейчас не могу давать оценку, понимаете? Это не оценка, просто в отношении того, что вы по своей работе, понимая, что этот классный руководитель не просто с вами на связи всегда, но на связи с родителями. И в том числе в отношении, как вы правильно сказали, да, что может спокойно прийти домой, поговорить с родителями, посмотреть, как ребенок учится, то есть в каких условиях этот ребенок живет. Имеется в виду, даже если он простой, нетрудный подросток, а уж если трудный подросток, то, может быть, следует уделить больше внимания именно классному руководству? Как раз таки.
как раз таки. Потому что всегда предусматривается такой момент, такой вопрос. Даже если мы направляем какие-то сообщения или письма в школу, в Министерство образования, то всегда мы там учитываем именно классных руководителей. Обязать классного руководителя посещать, не знаю, проводить какие-то беседы. То есть это на самом деле очень важно, но я хочу сказать, что с классными руководителями инспектора по делам несовершеннолетних каждый день они на связи. Это я точно вам говорю, как руководитель этого отдела. Значит, соответственно, если ребенок не явился в школу, не пришел в школу на занятия, то классный руководитель, они на самом деле, это не я, я не хочу сейчас что-то преувеличивать, но они на самом деле обзванивают своих вот этих учеников, по крайней мере, знают, почему тот или иной, допустим, ребенок, ученик сегодня пропустил школу, по какой причине, уважительная она, неуважительная. Может быть, работа недостаточно ведется, может быть. А так, я смело могу сказать, что она есть, она ведется, да. Скажите, пожалуйста, вот взаимоотношения родителей и школы. Потому что очень много бывает, и на этом совещании тоже поднимался этот вопрос, что многие родители вообще относятся к школе как к обязанности этой школы, чтобы его ребенок был, школа воспитывала ребенка. И школа должна взять на себя больше обязательств, чем родитель в этом плане. И в то же время родитель может сказать своему ребенку: да, учителя никто не спрашивает, вот как ты будешь ходить, как ты будешь носить, что ты будешь в портфеле держать. Это его вообще не касается. Тем более, что, например, наказание для ребенка, я не говорю рукоприкладство в этом плане, чтобы особое наказание для ребенка было в отношении того, чтобы остаться в школе, выучить урок или что-то в этом роде. Это говорится уже о том, что на ребенка посягают, давят на него. Понимаете, как... Или я не прав? Абсолютно прав. Почему-то вошло в моду, в привычку, что вот у нас обязанности, права. У всех есть права. А про обязанности почему-то мы забываем. Помимо прав еще есть обязанности, как у родителя, так и у подростка, наверное, понимаете? Потому что раз мы говорим о правах, то должны и обязанности. Да. Так вот, к сожалению, имеет место быть, что вот, да, вы правильно подметили, что вот, да, это мой ребенок, как он хочет, так и ходит. Но есть все-таки устав школы, который каждый из нас, наверное, должен прийти обязательно. Раз есть устав школы, это своего рода закон, но только называется по-другому. Значит, следует придерживаться этого устава, потому что там все четко прописано, что можно делать, что нельзя делать. Понимаете как? Но я прекрасно понимаю современных учителей, родителей – это отдельная категория. Вот с кем надо на самом деле работать. Вот с кем надо на самом деле работать. Дети, они на то и дети, чтобы там что-то нарушать, что-то не соблюдать. Но родители это страшное дело на самом деле, потому что иногда они такие вещи себе позволяют. Очень много позволяют и переходят границы дозволенного и недозволенного. Понимаете, как... Мы все прекрасно понимаем, нет такого родителя, чтобы своего ребенка не любил, или он... Конечно, нету такого. Какой бы он плохой ни был, какой бы асоциальный образ жизни не вел, но понимаете, я не знаю, с чем это все связано. Мы с вами вот до начала эфира как раз об этом и говорили. Все-таки я все понимаю, и влияние времени, и люди меняются, и времена меняются, и жизнь меняется, но все-таки нам как-то надо все-таки спуститься на землю. И понять уже, что есть хорошо, что есть плохо. Да, надо заступаться за своего ребенка, но я у нас в Южной Осетии, по крайней мере, не знаю ни одного педагога, который бы занимался рукоприкладством в школе. Нету такого на самом деле. А вот родитель может прийти и нагрубить, нахамить педагогу. Это тоже имеет место быть, к великому сожалению. Это чаще. Да. Так вот, теперь возникает вопрос, с кем тяжелее работать, с подростками или с родителями? Ответ однозначно, с родителями.
И у меня встречный вопрос. Вот это совещание с руководителями, педагогами, Минобразования, когда будет такое совещание с родителями? Вы знаете, мы договорились, что вот такие встречи такого характера, ну, масштабного, в конце каждого квартала. Вот, и у нас есть в планах с родителями, именно с родителями. Ну, мы изначально думали, что там будут присутствовать родительские комитеты, но это нет, это не то. Все-таки надо, чтобы все-таки не комитеты, а чем больше родителей. Понимаете как? Вот мы проводим, начну с этого, родительские собрания в школах. Слушайте, ну в школе 800 детей. Ну как могут прийти 50 человек, 50 родителей? Мы удунаем, дарчи, дартан, дарноция, эстесафл, дарчи, боша удунай. Ну 800 севалун камим, где хотя бы 500 родителей, хотя бы комар бошава. Вот отсюда надо исходить, а потом уже проводить масштабные родительские собрания. Но, видимо, в этом есть необходимость. Потому что мы, несмотря на то, что у нас есть у всех интернет, телефон, мы почему-то всегда говорим, что ой, вот мне об этом никто не говорил, я об этом не знаю, не наслышана. Ну, раз человек об этом не знает, то мы его должны, наверное, приглашать, говорить, информативно стараться довести. И до родителя, и до педагога, и до ученика. Скажите, пожалуйста, а вот насчет проверки портфелей, который был затронут, этот вопрос, это что это было? Это же есть в этом необходимость, потому что мы же не знаем иногда, что ребенок носит в своем портфеле. Понимаете? И почему это вдруг стало таким запретом? Я же говорю, мы все говорим о правах, но очень своевременно умалчиваем об обязанностях. Мы об этом забываем. Ну, стараемся, по крайней мере, делать вид, что у нас еще есть обязанности. Так вот, ни для кого не секрет, в том числе и для вас, наверное, что имеет место, когда подростки ходят с ножами и с какими-то запрещенными предметами. Сейчас у них это очень сильно вошло в моду, и у всех должен быть нож. Ну, скажите, пожалуйста, а какая необходимость вообще ребенку ходить с ножом, тем более приходить с ним в школу? И, как правило, он этот нож, он его же не просто вот так приносит. Ну, некоторые вот так его приносят, а некоторые его прячут куда-то в портфель. Так вот, все-таки, наверное, смотрите, ну это не как бы досмотр, не осмотр. Ну, можете просто педагогу подойти во время урока и поинтересоваться, а что у тебя в портфеле? Это же не как-то не осматривают, не досматривают. Это никакие права там не нарушаются, на мой взгляд. А какие права должны быть нарушаться? Ну, знаете, у нас родители, вот они вот это личное пространство никто не имеет права. Я пойду жаловаться в прокуратуру. Личное право, по-моему, каждого ребенка это за пределами школы. Конечно. А школа имеет, вы правильно сказали, свой устав. Конечно. А если правонарушение в этой школе произойдет, и если, не дай бог, конечно, произойдет, так происходят же они. Беда произойдет с этими ножами, то в ответе кто будет? Школа? Само собой. Почему не досмотрели портфель? Конечно, конечно. И знаете, я все-таки пришла к такому выводу, знаете, пускай меня накажут, но я все-таки не допущу какого-то правонарушения, потому что, понятное дело, это ребенок, с него спросу может никакого. Ну, да. С меня, как со взрослого, как с сотрудника Министерства внутренних дел, спрос он будет. Точно такой же будет спрос из директора, из педагога, просто учителя. Кто бы это ни был, понимаете? Но я еще раз говорю, мы должны как-то своих детей, ну, опять-таки, это не говорит о том, что мы не имеем никаких прав. И я, допустим, беру вот это на себя, что я проведу такой рейд. Я вместе с классным руководителем я постараюсь подойти и скажу, пожалуйста, мне интересно, что у вас помимо книг в портфеле. Если меня за это осудят, если меня за это уволят, то я готова понести наказание. Но это все делается во благо же наших детей, понимаете как? И вот вы правильно сказали,
А если произойдет что-то плохое, а оно же происходит на самом деле, они же в итоге достают и применяют эти ножи. Недавнее ранение. Было, да. Было. Почему-то потом этот родитель, он не сказал, что у него есть права. У ребенка, у нее, как у родителя. Тогда он молчал, потому что, наверное, человек осознал свою вину. Понимаете, если дети дерутся, это одно, но когда они уже в ход пускают ножи, это абсолютно другое. И я бы очень не хотела, чтобы вот даже намека, чтобы вот у нас в городе, в наших учебных заведениях не было. Это моя работа, и я должна делать свою работу вместе с администрацией учебных заведений. А что за этим последует, это уже потом видно будет. Вы абсолютно правы, потому что здесь меня могут тоже, как говорится, сейчас осудить, что я не прав. Но на самом деле проверка портфелей – это архиважно, особенно в свете последних событий. Потому что все запрещенные предметы, которые нету обязанности ребенку носить в школу, они не должны приносить в школу. Тем более еще, что мы следим за таким фактом, что помимо ножа есть еще и электронные сигареты. Много чего есть. Ну, давайте начнем с тех, которые просто официально озвучены, были на том же совещании. Потому что вопрос электронных сигарет, они запрещены у нас в республике. Так? Так. Запрещены были специальным, я не знаю, там, я уже не помню, каким законом это было, но в парламенте этот закон принимали, что о запрете на продажу электронных сигарет. Но они все равно появляются. Значит, И история... появляются, самое интересное, они появляются и среди трудных подростков, которые это приносят в школу. Абсолютно не имеет значения, трудный это подросток или вообще не трудный, это вообще никакой роли не играет в этом смысле, в том понимании, что, ну, понимаете, как, опять-таки, когда некоторые взрослые громогласно заявляют, что никакого вреда эта сигарета не приносит, и я даже как взрослый человек его курю, и мне ничего, то есть моему здоровью абсолютно никакого вреда, это нормально. Почему вы именно к этим сигаретам пристаете, грубо говоря, ну они так и говорят, так и пишут взрослые тети, дяди, понимаете, и дети это тоже, наверное, читают, видят. Так вот, это ребенок. Ему интересно попробовать. Еще раз говорю, мы были подростками, и каждый, наверное, и подкуривал, и все прекрасно все знают и помнят. Так вот, они приятно пахнут. Там абсолютно нету запаха сигарет. Это модно, это престижно, но это очень опасно с точки зрения здоровья, понимаете? Они такое имеют привыкание. Вот я общаюсь с родителями, со многими родителями, и они, знаете, вот в конечном итоге, ну, никто никогда не хочет сознаваться, ну, это все-таки человек, он так устроен. Проблема-то не фантомента исчезуна. Но иногда бывает, что человек, он раскрывается, майшдар ярестар комазаго. Так вот, на самом деле, очень большие проблемы у родителей с детьми по поводу этих электронных сигарет. Значит, они настолько к ним привыкают, что я даже знаю такие моменты, что дети уходят или на тренировки, или на какие-то типа секций, лишь бы вот это покурить. Понимаете как? На самом деле он может даже в этот день пропустить тренировку, или у него его абсолютно не будет, но он уходит из дому, лишь бы его употребить, эту сигарету. Значит, к этой проблеме надо подключить Минздрав, что проводит обязательно. Работу? Нет, мы в школах есть график, разработан Министерством внутренних дел совместно с здравоохранением, Министерством образования, и мы вот ходим с врачами, сотрудники прокуратуры подключаются, и мы вот проводим эти профилактические беседы. Ну, врачи, конечно же, они по своей части, они больше могут рассказать. И мы еще им ролики показываем детям. Они должны знать, это не информация, это информативно должны видеть, понимаете как? И еще раз говорю, это все запрещено законом, и более того, я скажу, что
даже на территории Российской Федерации пока они разрешены, но у нас они уже тогда были запрещены. Почему? Потому что очень много сигналов поступало от директоров, они почему-то, не почему-то, они вот как раз я им благодарна, били тревогу. Я на самом деле им благодарна, потому что они всегда внимательно, они реально, вот наши дети, я с уверенностью могу сказать, что они не сами по себе в школах. Ну, бывает, но это не сказать, что они как-то, нет, за ними следят. Так вот, они начали бить тревогу, звонить, писать, и первая, вот, которая у нас встреча была по именно этим электронным сигаретам, я прекрасно помню, это у нас было в 9 школе, в нашей 9 городской школе, потом в других школах, потом мы начали уже потихоньку вот это все на самом деле осознавать, какой-то характер приобретает и насколько это вредно. И обратились в Министерство образования. Соответственно, Министерство образования, в свою очередь, в парламент, и был принят вот закон по этим электронным сигаретам. Вот. Другой вопрос, насколько все это соблюдается. Я имею в виду продажа. Как она наказывается? Вообще? Она наказывается, вообще наказывает суд. Материал составляется сотрудниками, в данном случае УБЭП, экономические преступления, они каждодневно они проводят рейды, и в том числе совместно с участковыми инспекторами. Значит, они довольно-таки приличное количество этих электронных сигарет изымают, составляют протокола, направляют в суд. Суд, в свою очередь, штрафует. Это штрафные санкции, понимаете? И больше ничего. Ну, сажать пока за это никого не посадили. Ну, в смысле, закрытие магазина, лишение лицензии. А вот этот момент уже чуть-чуть другой. Но я хочу сказать, что насколько человек может быть ненасытным, грубо говоря, что сколько раз. Тем более продажа несовершеннолетних. Понимаете как? Все прекрасно осознают, но тем не менее. Так вот, раз посчитали недостаточным, что это для них этот штраф, он как бы незначительный, они его могут за 1 неделю уже отработать. Или продать 2 электронные сигареты. Да. В связи с этим был опять рассмотрен этот вопрос, опять-таки, на заседании парламента, и вот эти штрафные санкции, они были намного увеличены. То есть сейчас намного больше вот эти штрафные санкции. Наказываются они, как правило, рублем. Ну да, но вот. Если это хороший штраф, имеется в виду, то человек может задуматься, стоит ли этим заниматься ему или нет. К сожалению, жажда наживы, она всегда. Да. Но все-таки практически вину за продажу электронных сигарет на этом совещании взвалили на МВД. МВД... И был очень нелицеприятный разговор в этом отношении, когда обвинили МВД в этом плане, что там есть круговая порука. Имеется в виду, что кто-то из сотрудников МВД закрывает на это глаза. На самом деле никто на это глаза не закрывает, мало того, что даже никто не посмеет. По крайней мере, насколько я знаю. Почему? Потому что вот эти 5-минутки совещания, по крайней мере, у нас на работе, они всегда начинаются вот с этих, на самом деле, моментов, потому что надо изымать, надо работать, надо проводить рейды по этим магазинам, по этим... Так что, да, был разговор, очень эмоциональный на самом деле, но я, как сотрудник Министерства внутренних дел, я никогда не имею привычки такой, чтобы что-то обмануть, что-то скрыть, утаить, но я с уверенностью могу сказать, насколько я могу знать, что никто из нас на все это не закрывает глаза. Мало того, что не закрывает с нас огромный спрос. На одном из совещаний после определенного ЧП, который произошел у нас как раз недалеко от телевидения, глава МВД Алан Гучмазов, за что ему благодарен в этом плане, озвучил одну тему – участковый.
Это не ваша прерогатива, но я хочу просто узнать, как помогают вам участковые? Алан Хазбиевич, я сколько себя знаю, сколько себя помню, в системе МВД работает. Да. В системе МВД. И никто лучше него не знает, что там есть, как там есть, кому какие поручения давать, с кого начинать. И это было замечательное и правильное, своевременное, и самое главное замечание, что участковый на своей территории, он царь, он бог, он прокурор, он все. Но его никто не знает. Нет. Потому что я просто к чему говорю, что есть определенный, ну я тоже после этого я спрашивал, например, среди своих коллег, а кто ваш участковый? А вы знаете вашего участкового? Это был просто такой не опрос в этом плане. И оказалось, что люди, которые живут в разных районах, может, это единичный случай, я не говорю об этом. Скорее всего, это единичный случай. Но когда я приезжаю во Владикавказ, например, то я вижу большой баннер. Ваш участковый, такой-то, такой-то, его телефон. Ну вот видите, как звании. Информация на самом деле. Да, и вот в этом отношении вот какая-то разящая разница вот в этом плане. Потому что вы правильно сказали, участковый на своем участке и царь и бог. И в то же время он должен знать все про всех. В отношении и трудный подросток, конечно, и проблемная семья в этом плане. Чтобы можно было понять, откуда появляется трудный подросток. Обязательно. И в этом отношении, по-моему, должна быть определенная связь с вашей инспекцией по этому плану. Конечно. Да. Чтобы давать, что если школа даже замалчивает или школа не знает об этом случае, то есть участковый, который вам просто должен сказать, что вы знаете, вот в этой семье, по-моему, есть проблема. Совершенно верно. 90% информации, она исходит на самом деле вот как раз... От участкового? Да, конечно, потому что имя-то участковый, значит, этот человек, он должен свое время рабочее всегда проводить на своем участке. Участок – это не огород, а именно участок, который он обслуживает. Так вот, мы очень-очень хорошо взаимодействуем. Есть, конечно, недоработки. Тут не скажешь, что тут все на все 100% делается. Нет, в силу обстоятельств, в силу каких-то обстоятельств объективных, могут быть, конечно, просчеты, это не исключено, это везде есть, понимаете как. Но вместе с тем мы взаимодействуем, вот эти рейдовые мероприятия, даже вот по неблагополучным семьям, вот в вечернее время, в позднее время, это всегда с участковым. Всегда. У меня вот такой вопрос. Вот проблема трудного подростка. Ну, Советский Союз, я прекрасно с вами помню. И был там хороший метод в этом плане, что вот учится он до 8 класса, смотрят на успеваемость, и потом говорят, дальше только ПТУ. И ПТУ это не было таким наказанием в этом плане, а просто сказали, ну дальше просто обучение идет по воле высокой системе. И, дорогой мой друг, если ты не успеваешь до 8 класса это все освоить, освой профессию. Хотя бы ты этим зарабатывать будешь на жизнь. На августовской конференции педагогической, она ежегодно же проводится, и вот в этом году, в конце августа, президент Алан Эдуардович как раз говорил об этом. У нас же есть прекрасный колледж, почему мы туда не направляем детей учиться? Как раз таки был такой разговор на этой конференции, я присутствовала там тоже. Так вот, это и мое мнение тоже, потому что мы прекрасно помним, это создавалось на базе техникума, сельскохозяйственного техникума. И сельскохозяйственный техникум был тогда? Да. И у нас было большое ПТУ, помните? Вот да, было большое ПТУ тоже было. И еще у нас было при въезде в город. Тихрев, да. Ну, это в свое время, в силу каких обстоятельств, мы знаем, все это было разрушено. Ну, это да, конечно. Но да. потом, вот, значит, создали вот этот колледж на базе вот сельхозтехникума. Там провелась, на самом деле, огромная работа, чтобы вот это воссоздать, чтобы открыть этот колледж, потому что мы мониторили ситуацию с педагогами, с Министерством образования. Вот, ребенок не хочет в школу, хочет, не хочет, это там не имеет значения, но он не может. Не может ребенок учиться, не может. И сохам свалата, я буду охор канен. Համայֆիլդարնա բազունջին գենինա ուջինի
смысл его нахождения в школе? Просто он там приходит, мешает, уходит. И не только мешает, он комплексует. Обязательно, потому что он не может освоить программу, И он материал. комплексует. И он начинает действовать по другую сторону, что вы знанием, тогда я буду брать силой. И начинается уже другое отношение ко всем. Конечно. Да. Так вот, замечательный вот этот колледж, там очень много направлений. Я знаю, да, Очень там у них все хорошо, замечательно. Мне очень нравится, допустим. И вот, значит, открыли этот колледж. Так вот, теперь вопрос. А почему туда не ходят учиться? Почему нет наполняемости, допустим? Теперь момент такой. К великому сожалению, мы вот родители почему-то все, абсолютно все хотят, чтобы мой ребенок должен закончить академию МВД. Лучшие престижные вузы. Обязательно. Лаля, у нас звонок, давай послушаем звонок. Алло. 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 Мы не слышим звонок. Алло. Не слышно. Дальше продолжим. Может, называется. Колледж. Колледж. Так вот, это очень хорошо, это замечательно, что мы имеем желание обучаться в лучших вузах Российской Федерации. К счастью, у нас есть для этого возможность. Звонок. Алло. 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 Алло, алло, Кусавам. Алло. Алло. Связь у нас плохая. Ну и продолжим, посмотрим. Престижные вузы. Да. Ну, понимаете как? Если ребенок до 9-10 класса не мог учиться, никак ему это не удавалось, как, допустим, я родитель, наверное, как родитель, я должен понимать, что возможностей своего ребенка в конце до концов, но у нас почему-то, знаете, вот раз я его, есть там у него репетиторы, я его готовлю, я его везде вожу, везде, ну, за 3 месяца как его могут обучить, научить тому, что он никогда практически, честно говоря, если и не учил. То есть опять звонок у нас говорят. Алло. 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 Очень плохая связь. Плохая связь у нас. Сорвали. Ну, смотрите, есть выпускные классы, это 9, 11. Аттестовывают ребенка. Ну, не смогли аттестовать. Он не сдал экзамены в 9 классе. Смотрите, я, может быть, не права, и это не входит в мою компетенцию, но вместе с тем, я скажу вот так. Я бун экзамените сдавать конечно 9 класса. Шамея канам 10 класс. 10 и 11. Вот в советское время. Но это не потому было придумано, что в зароде или это плохо, или не престижно. Не может учиться, значит, человек должен научиться чему-то, чтобы он своими руками что-то мог в конечном итоге. Конечно, для этого профессию. все это было и придумано. Не надо ничего изобретать. Правильно. Не Опять звонок надо у нас. ничего Алло. придумывать. Алло, слушаем. Да.
Ну, очень сильно. Вы можете отойти от телевизора? От телевизора отойдите, пожалуйста. Очень плохая связь. Звукорежиссеры, наладьте, пожалуйста, нормальную связь. И, то есть, вот в этом характере я абсолютно вас поддерживаю в плане того, что потому что это не то, что там идем мы против ребенка, Абсолютно нет. А наоборот мы создаем возможность, чтобы тот же ребенок освоил ту профессию, которой он будет содержать Конечно. себя. Ведь профессионал в любом деле, он остается профессионалом. И профессионал всегда ценится. Будь он электрик, сантехник, автослесарь, каменщик. Вот посмотрите, вот у людей очередями стоят, просто в очередь стоят за хорошим специалистом, потому что говорят, что «Хай кофе хурзвер». من فجورش گفتن نمفدله دسمه من نفدله ازدان فلوجه ملاوینچ قلمه کسینج شما رمستر هایت خیمه کوخچنو Кухченю. ما کوختش سرازا نه ما удонен дере бомболи кена кама. Вот для этого надо доводить информацию, ходить по школам, говорить с детьми, с родителями, что нет ничего плохого в том, что вас ребенок пойдет учиться в колледж. И он зарабатывает больше, чем те же профессии, Конечно. которые уезжают и потом приезжают и сидят без дела. А этот человек, тот же кафельщик, тот же автослесарь, за одну свою работу получает ту зарплату, которая нам с вами не снилась. Абсолютно согласна. Да. Мне точно не снилось. Вот и все, я об этом Но мне, говорю. наверное, сейчас поздно уже что-то Да, менять. понимаю, Но у да. людей есть прекрасный шанс, дорогие мои. Не каждый может стать милиционером, десантником, военным, хирургом, кем-то, но чему-то научиться они могут. Конечно. Прекрасным профессиям. И не надо этого стыдиться, наоборот, надо говорить, ну зачем его куда-то отправлять, когда есть замечательная возможность, и тут все абсолютно бесплатно. И тебя научат прекрасные преподаватели, замечательная команда людей вообще. Мне очень вот эти люди нравятся, потому что у них уникальный подход. Не знаю, да. Я был там несколько раз, и в то время, когда Лера Филипповна там была директором, я был, и она мне показывала, рассказывала. И я думаю, что на самом деле вы правы, что это один из уникальных наших заведений, Конечно. которым мы не умеем и не можем пока пользоваться до конца. И все это за бесплатно, заметьте. Да. Где Да. еще есть такое? Нигде. Да. Так что мне кажется, что вот надо побольше на эту тему говорить, развивать эту тему на самом деле, чтобы не стремились куда-то за пределы республики. В итоге там большая часть их них возвращается ни с чем. Еще раз послушаем. Если нет, то прекратим звонки. Алло. Ну, это уже не наша проблема, потому что там что-то с оборудованием. Валик, насколько мы помним, был один раз в России такой законопроект, и даже он стал как бы законом о проведении теста на наркотики среди школьников. И там тогда спрашивали момент такой, что и родителя, и ученика в отношении того, что это как проводить анонимно или проводить его открыто в этом характере. Есть ли у нас вообще такое? Потому что мы с вами живем в реальном мире. Внешние факторы сильно влияют на нашего ребенка. И каждый родитель просто с ужасом потом может узнать об этом, что чего он не увидел, не понял, Не досмотрел, и поздно бить в колокола. к сожалению. Да. Что с этим вопросом? Так вот, я прекрасно помню этот момент, и даже мне позвонили журналисты и спрашивали мое мнение. Я высказала свое мнение. Может, я была не права, но мне кажется, что я сказала, я, допустим, а как родитель, я бы хотела знать, потому что пускай никто не знает, что он владеет ситуацией, чем занимается его ребенок. Абсолютно верно. Ну, пускай мне никто об этом не говорит. Уж что, а вот в этих вопросах я прекрасно разбираюсь. Так вот, я тогда сказала, хотите знать мое мнение? Я бы была как родитель согласна. Как родитель, как сотрудник милиции,
я поддерживаю. Я не буду говорить о человеке, кто это был. Был и был. Но у меня с ним состоялся разговор. И он сказал, «Маша мазохтой, да офта что, ой, рост коду. Маша наку мазохтой, кадма рост коду». Я никогда не считала для себя такой момент, что престижно, у меня из охам офтахурску сын, менако мазомечане тамово, или, допустим, из школы директор, да, макома, мешкула мошойкоса. То есть замалчивать какую-то проблему у меня никогда вот такого не было. Это не имеет смысла, это неправильно. У нас маленькое общество, и в любом случае, не сегодня, так завтра, каждый всегда из нас знает, что происходит, что произошло. Ну, даже если это постфактум. Так вот, и я не буду говорить, называть имя этого человека, но он мне сделал замечание. А почему нет, собственно говоря? Понимаете, сейчас столько информации в головах у этих детей, у этих на самом деле несчастных детей, потому что офтас хачасты, ойпат информация, меня зунечку дай рохишанкану, хоржи кашу, заржи кашу. Видите, хайма, есть интернет. Мы его никогда не сможем запретить, этот интернет. Он есть, он будет. Другой вопрос, что там смотрят дети. Они же никак не защитят. Мохма любой, нет, у нас мегафон его не закроет никак. Они смотрят, что хотят, они видят, что хотят. То есть они там любой шидаритер сафанде, легкий наркотик, пожалуйста. Ты там погуглил, простите, там у тебя все видно. Так вот, на месте родителей я была бы, наоборот, за. Я считаю, что в этом вот человек информирован, и это уже хорошо. Человек информирован. И вот, допустим, у нас приводы подростков, да, мы всегда говорим родителям, дорогие товарищи, если хотите, давайте мы с вашим участием, с вашим участием как? Мы вместе с вами приедем в больницу, освидетельствуем вашего ребенка. Это ребенок не 10, не 5, не 9 лет. Конечно, это подросток, я имею в виду. Очень многие родители, на самом деле, они всегда соглашаются с нами. Не путем каких-то уговариваний, а на самом деле, имеют желание знать. Халамор. А вдруг? Конечно, имеет место быть и такое, что человек, все-таки мы живые люди, и какая-то все-таки внутри есть скованность в этом отношении, а вдруг там у него что-то. И все об этом узнают. Мы почему-то всегда думаем, что раз я знаю об этом, то весь город тоже должен... Кстати, вот этот момент очень сильно давит на родителей в этом отношении, потому что при всем том, что ребенок как-то ускользнул от внимания родительского, да, и потом родителю, может быть, даже стыдно, может быть, как-то, и он боится, что об этом узнают кто-то. Это само собой. Да, в этом плане. Но с другой стороны, есть же еще тогда возможность помочь. Конечно. Есть же еще возможность исправить. А не так, чтобы я боюсь этой проблемы, эта проблема существует, а проблема растет, и это превращается уже в трагедию. К сожалению. Да. И тут вот эта цепочка, которая вот сохраняется, я думаю, что само по себе, если об этом даже мы объявим и скажем, что вот с завтрашнего дня проходят рейдовые тесты на всех тех старшеклассников на наличие в крови наркотиков. Я вас уверяю, во-первых, кто когда-то позарился на то, что это можно делать, и никто тебя не проверит. Это очень замечательное профилактическое мероприятие. Да. А те, которые это делали, могут даже бросать и уже сказать, что в этом плане, чтобы это никто не узнал. Полностью согласна. Да. И в этом характере, я думаю, что ради профилактики выборочно, все-таки надо это сделать. Да. Слушайте, но если мы все-таки говорим о детях, все-таки говорим о будущих поколениях, то это не должно оставаться на словах на самом деле. Это должен быть закон.
Кстати говоря, недавно вот Госдума, она будет принимать закон сейчас о запрете в школе телефона для детей. Значит, у нас есть постановление Министерства образования. То есть ученик в 9 часов он сдает свой телефон, свой гаджет, и по окончании уроков Получает его. он не имеет права им пользоваться в школе. У нас есть постановление Министерства образования. Оно у меня даже на работе на стене висит, вот это постановление. Во многих школах это постановление прекрасно исполняется. В некоторых не очень, может быть. Но оно есть. Это не закон. Не закон. Это постановление. Но оно работает. А если это будет законом? Ну, тогда еще намного лучше, да. В законе же прописано не просто так, что нельзя, прописано, что если ты это нарушишь, ты можешь потерять, в смысле того, что если это школа, то и дирекция наказывается, Конечно. и Но это нарушение закона. Да. Если закон есть, то это нарушение закона, и конечно. тогда уже будет не то, что профилактические меры, а просто исполнение закона. Да. Это вот в этом плане я говорю. Но понимаете, мы должны понимать, что то, что сейчас в России принимается, у нас оно во многих случаях принято уже, понимаете как? И уже хорошо. И своевременно причем принято. Уже хорошо. То есть, Я тогда же подозреваю, что с вашим участием. Имеется в виду, что это с наша вашего работа. ваша работа, ваше Это управление. наша работа. Кстати, вот звонок, который к нам пробивался, который нам звонила дама, она сказала: вам большое спасибо за вашу работу. И в то же время Я не она ожидала. задает вопрос по поводу электронных сигарет. А если не магазины, а перевозчиков наказывать, и наказывать их сурово, Вот. то не изменится ли ситуация, если перевозчика, например, там осудят его на большой штраф или на заключение? Смотрите, теперь я принимаю вопрос, я не снимаю с себя никакой ответственности, но это чуть-чуть все-таки не ко мне вопрос. Ну да, понятно. Да. Но, конечно же, не только это же провозится, завозится же как-то, да. Но опять-таки, смотрите, люди все-таки, человек, он живучий, предприимчивый. Вот эта сумка моя дамская, туда никто смотреть не будет. А я туда могу штук 200 этих сигарет просто насыпать и провести спокойно. И так каждый рейс. А в неделю, если даже по одному разу проезжать туда-сюда и по 200 штук привозить, это уже к концу недели. Все выпускники обеспечены. Вот. Понимаете как? То есть это не только проблема Министерства внутренних дел. Тамерлан Ефимович, я вам с уверенностью могу сказать, что Алан Хазбиевич очень заинтересован именно в подрастающем поколении. Вы даже не представляете, постоянно нам кенежурга, يولدر استم أوش خبر ميدك شمي. Меня больше наказывают, чем поощряют. Я это тоже принимаю. Я принимаю, значит, недостаточно эффективно ведется работа. Она, наверное, недостаточно. Но это не только от меня, наверное, зависит, от Министерства внутренних дел. Но я с уверенностью еще раз говорю, что Алан Хазбиевич в этом плане, просто, очень заинтересован, крайне. Ему и за я это, тоже благодарна этому человеку и вообще и своему начальству, потому что ежедневные наши совещания начинаются. Мастер Фечок Деройдович, а что у нас по линии несовершеннолетних? На самом деле это замечательно, потому что... А не кажется тебе, Лали, что мы потеряли какую-то национальную идею, в которой старшее поколение уже не верит и не знает, что это такое, а младшее смотрит на старшее поколение? И как-то мы немножко потеряли какую-то цепь, связь с подрастающим поколением. Дорогие друзья, Тамерлан Ефимович, я знаете, что хочу сказать? Иногда мне даже становится страшно. А есть ли у нас вообще какая-то национальная идея? Есть ли она у нас вообще? Придерживаемся ли мы чего-то? Да мы свои обычаи теряем. Посмотрите, во что мы превратили свои, Господи, прости, но похоронные обряды. Даже элементарно. А как мы сами, взрослые люди, себя ведем в тех же социальных сетях? Мы что, думаем, что наши дети нас не читают? Еще как читают.
Мы почему-то в этом уверены, что наши дети нас не читают. Наши дети во много раз нас умнее и на их же языке продвинутые. Они все прекрасно видят и знают. Они видят, как мы друг с другом общаемся. Это что такое? А что сейчас о детях-то говорить? Тамерлан Ефимович. Тонны грязи выливаем друг на друга, вот. И дети это читают и смотрят. И еще мы говорим о какой-то национальной идее. А где она? Ну, нету ее. Вот здесь Советский Союз. Я не предлагаю возвращаться куда-то, нет. Но мы должны, наверное, есть что-то там хорошее, забрать сюда, в нашу жизнь. Вот так вот. Ну, вот сидим. Вот республика, слава богу, она состоялась. 15 лет нашей независимости. Вот. И что? И что? Прекрасно знаем, каждый из нас старается. Но должна быть национальная идея. Ну, она должна быть честной. Ну, должна быть, потому что мы, старшее поколение, я сейчас не снимаю ответственность самого себя тоже, но мы должны продумывать это. Потому что мы должны это взять за основу вообще нашей дальнейшей жизни, если мы хотим построить и будущее Осетии, и будущее своих детей. Допустим, для меня неприемлемо, когда взрослый мужчина, иронлек фашава, и он проходит мимо. Меня это не касается, там моего ребенка нет, и слава богу. Ну, сегодня там нет твоего ребенка, ну, завтра нет там твоего ребенка, а послезавтра там может быть твой внук. И ты точно так же пройдешь мимо. Я хочу сказать, что мы разучились давать замечания. Разучились давать замечания и воспринимать замечания тоже разучились. Для нас это катастрофа. Как это так, что мне кто-то дает замечание? А что в этом такого? Если каждый из нас на себя посмотрит со стороны, иной раз это ужасно выглядит на самом деле. Так что люди должны понимать, если есть замечание, если вы мне его, Тамерлан, вы мне даете замечание, я что должна делать? Орать, кричать? Мне кажется, что как взрослый сознательный человек, я все-таки его должна воспринимать. Есть знаменитое выражение Кустахи Тагурова «La puère dire merveille взяр». Розыдан. И мы с тобой, если не скажем про этих ребят, которые были в прошлом трудными подростками, но сегодня они герои. Кто-то из них даже сложил голову в СВО. Есть же такие у нас. Мало того, что они почти все прошли через мои руки, Вот, через я хотел вот эту тему поднять. И вот в прошлом году, к сожалению, Дудаев Алан Мазардel Фареститенг, Утхема, Кошди Фасток Хотведма Кабинете Ашды, мы даже еще и сфотографировались на память. Он говорит, Машарды дом, сейчас Хуржинат Сарестай. И он приехал, специально зашел ко мне. Получилось так, как получилось. Для меня, на самом деле, ничего важнее этого нету. Машарден дардар нищий, на самом деле. Да. Да. Я из-за этого хотел сказать, потому что здаря автозат. Еренца одеймо грозно коткута, роголивкута. У меня нету, никогда не входило это в мою привычку, чтобы хабуны нарушитель, эскутхомарахун, он соме потенциальный преступник. Не, одеймо градиогу. Одеймо градиогу, но это не говорит о том, что мы должны его казнить, осудить, расстрелять, повесить демонстративно. Нет. Мы все-таки должны искать корень зла, кошачьего, шейлершеды. Осудить легко, посадить намного, наверное, легче. Ты помнишь фильм «Доживем до понедельника», в котором один из учеников в сочинении написал только одно предложение. Когда было сочинение на тему «Что такое счастье?». Да. И он написал «Счастье, когда тебя понимают». Счастье, когда тебя понимают. И, по-моему, это есть просто эта формула, осталась на всю жизнь в этом плане. Может быть, трудный подросток тоже несчастлив только от того, что его не понимают, и он труден. Тамерлан, человеческую природу не обмануть. Да. Я вот так скажу. И каждый из нас, наверное, по-своему несчастен.
Знаешь почему? Вот ты правильно сказал. Его никто не понимает. А вот этот маленький ребенок, подросток, у него сколько мыслей в голове-то роется на самом деле. И иногда ему не с кем поделиться, потому что не все могут довериться родителям. Ну, как довериться? Нет, не в плане того, что тебя могут предать или что-то. Ну, допустим, будучи подростком, я никогда не помню, чтобы я матери своей что-то рассказывала. Нет, ну, но кто знает, что в его маленьком сердце происходит? Никто же не знает. Вот поэтому проблемы детей Тамерлан всегда начинаются дома. Там же они должны и заканчиваться на самом деле. А должны они заканчиваться, знаешь, в том плане, что надо говорить с ребенком. И любить. Обязательно. Каждый из нас любит своего ребенка. Я не знаю, что под этим словом подразумевается, как любить своего ребенка. Это Это в этом понятии, я так думаю, что ты должен послушать своего ребенка. Выслушать. Понять. И даже принять участие. Постараться, даже если тебе не нравится. Но нам, как правило, взрослым, не всегда нравится то, что они нам говорят, рассказывают. Но мы должны это принимать. Мы должны это принимать, потому что это ребенок. Если он не поделится, не выскажется, я думаю, что мы уже находим какую-то концепцию нашей национальной идеи. Будущее Осетии в наших детях. Обязательно, конечно. Дальше его надо развивать. Хорошо. Дальше его надо развивать. Валя, спасибо тебе, что пришла сегодня на эфир. У нас просто время уже наше эфирное закончилось. И что сказать прямо? Не то, что уважаю, но и люблю за то, что ты делаешь. Потому что в твоих руках счастье наших детей. И ты тоже создатель счастья будущего Осетии. Бъдеш Штърбузник. И рестуну мешорт. Я се велете да ресте мен. Именно. Бъдеш Штърбузник. Штърбузник. Штърбузник.